В эфире Абхазского телевидения информационно-аналитическая программа «События недели». В студии Ирина Аршпа. Здравствуйте. Эта неделя была богата официальными событиями. В понедельник республику с рабочим визитом посетил помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков. А в пятницу состоялся первый официальный визит в Абхазию президента Южной Осетии Анатолия Бибилова. Обо всем подробно в обзоре Аманды Пония. В начале недели Абхазию с рабочим визитом посетил помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков. На встрече президента Рауля Хаджинова с Владиславом Сурковым обсуждались вопросы текущего сотрудничества двух стран, в частности, реализация проектов по инвестиционной программе содействия экономическому развитию Абхазии. Встреча с президентом Раулем Хаджинова была очень успешной и прошла на очень позитивном фоне. Об этом сказал журналистам помощник президента России Владислав Сурков по итогам переговоров с президентом Абхазии. Начат очередной этап инвестиционной программы. Финансовые средства уже поступили из России. Абхазской стороной подготовлена необходимая документация по всем объектам, включенным в инвестпрограмму, отметил помощник российского президента. В соответствии с теми документами, которые были подписаны абхазской и российской стороной, продолжен процесс работ по части, связанные с реализацией инвестпрограммы, вопросы, связанные с теми мероприятиями, которые были предусмотрены по линии инвестиционного агентства, где практически работы 3 банков существенно сказываются на экономическое состояние Абхазии. Я думаю, что те вопросы, которые мы обсудили, позволят нам думать о том, что работы идут в достаточно позитивном русле, но хотелось бы, чтобы наши люди почувствовали в ближайшее время все то, что мы делаем сегодня, быстрее бы сказалось бы на качестве жизни и на бюджетных возможностях нашей страны. Я рад отметить, что сегодняшняя встреча наша проходит на очень позитивном фоне. Я уже поблагодарил за это президента Абхазии, потому что действительно развернуто очередной этап инвестиционной программы. Финансовые средства поступили от России, подготовлена качественная документация по всем этим объектам, значительная часть которых это инфраструктурные объекты, что, мне кажется, очень важно, потому что социальных объектов построено достаточно много. Сейчас для экономического развития важен фундамент именно в виде хорошей инфраструктуры. В тот же день премьер-министр Абхазии Беслан Барцыц и Владислав Сурков посетили Национальную библиотеку и Сухумскую среднюю школу номер 3, отремонтированные за счет инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии. Первое заседание парламентской комиссии по контролю ситуации с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ состоялось в Сухуме. Комиссию возглавляет депутат Дмитрий Дбар. В заседании комиссии приняли участие заместитель генерального прокурора Ишсоу Какаля, председатель СГБ Зураб Марганя, судья Сухумского городского суда Рустам Чагава, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Засим Гицба и представитель Министерства здравоохранения Саида Делба. По итогам встречи было принято решение о том, что представители МВД, СГБ, Генпрокуратуры и Минздрава подготовят совместные предложения по вопросу предотвращения и борьбы с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ и через месяц представят их комиссии для дальнейшей скоординированной работы. В среду состоялось очередное заседание сессии парламента. Повестка дня заседания состояла из 6 вопросов, 2 из которых касались исполнения бюджета фонда репатриации за 2015 и 2016 годы. Депутаты проголосовали за оба законопроекта, но с оговоркой. Предложено изменить формат и работу фонда репатриации. На сессии парламента депутаты рассмотрели постановление о возможности введения прямых трансляций сессий, которое было отклонено. Олеся Тарба избрана судьей Верховного суда Абхазии. Амианя Логуа избран на должность судьи арбитражного суда. Марат Авицба – судьей суда города Сухум. Состав Конституционного суда полностью не сформировали и на этот раз. Парламентарии не поддержали кандидатуру Сафарбия Миканба. В состав Конституционного суда должно входить 5 судей. Ранее судьями КС уже были избраны Людмила Хаджишвили, Рауль Пантия, Нури Таня и Диана Пилья.
Согласно постановлениям судов за 2016-2017 годы, в среду во дворе МВД были уничтожены наркотические вещества – метадон, героин, экстракт маковой соломы, маковая солома, гашиш, каннабис, мак, конопля, опий, хранившиеся в экспертно-криминалистическом центре с 2009 по 2016 годы и изъятые ранее из незаконного оборота. Ликвидация наркотических веществ проходила в присутствии представителей Генеральной прокуратуры, Министерства здравоохранения, Службы госбезопасности, Общественной палаты. 7 июля впервые с официальным визитом в Абхазию прибыл президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов. Церемония встречи президента дружественной страны прошла на государственной границе Республики Абхазия. В пути следования в столицу члены официальной делегации сделали остановки у памятников боевой славы в Гагре и Сухуми, почтив погибших защитников Абхазии, и возложили цветы к мемориалу Владислава Ардзенба в селе Ишера. В этот же день состоялись официальные встречи и подписание двусторонних документов. В Большом зале администрации президента прошла двусторонняя встреча президента Абхазии Рауля Хаджинба и президента Южной Осетии Анатолия Бибилова. Рауль Хаджинба еще раз поздравил Анатолия Бибилова с избранием на пост президента Республики Южная Осетия. Между странами уже подписано 8 двусторонних документов, и развитие наших взаимоотношений будет продолжаться по всем направлениям, подчеркнул президент Абхазии. Анатолий Бибилов поблагодарил Рауля Хаджинба за теплый прием и отметил, что страну души Абхазия, Южную Осетию, связывают самые душевные отношения. И это взаимодействие должно расти во благо наших народов. После встречи двух президентов состоялись двусторонние переговоры в расширенном формате. Представители официальных делегаций Абхазии и Южной Осетии обсудили перспективы двусторонних взаимоотношений. По окончании переговоров в Большом зале прошла церемония подписания плана консультаций между Министерством иностранных дел Абхазии и Южной Осетии. Также был подписан договор о сотрудничестве между общественными палатами двух стран. После подписания соглашения президенты двух стран Рауль Хаджинба и Анатолий Бибилов встретились с журналистами. В завершении официальной встречи главы государств и члены делегации вышли на пешую прогулку по набережной Сухума, а также посетили музей боевой славы имени Владислава Ардзенба. Банковская система – неотъемлемая составляющая экономической системы любой страны. Банки являются связующим звеном между промышленностью и торговлей, сельским хозяйством и населением. Тем самым понятна необходимость и важность банковских структур как для бизнеса, так и для экономики страны в целом. Роль банковской системы в современной рыночной экономике огромна. Изменения, происходящие в ней, тем или иным образом затрагивают всю экономику. Во всем мире банки имеют огромную власть. Как развивается банковская сфера в Абхазии? Что нужно сделать, чтобы банки Абхазии стали одним из звеньев мировой финансовой системы, и о многом другом мы поговорим с председателем парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр. Здравствуйте, Натали. Здравствуйте. Успех социально-экономических преобразований в стране напрямую связан с банковской системой. Ваша профессиональная деятельность связана с этой сферой, и как вы можете охарактеризовать вообще вот сегодняшнее положение дел в банковской системе Абхазии? В целом, если говорить о развитии банковской системы, я считаю, что в данном случае должен быть системный и государственный подход. Потому что, правда, развитие экономики напрямую связано с банковской сферой. Это, естественно, я думаю, что вообще цели и задачи в целом поставлены нашим президентом, вот развитие экономики должно напрямую взаимодействовать с банковской сферой. Вот в частности, я думаю, что вот развитие малого и среднего кредитования, все это должно носить такой государственный системный характер. Потому что если мы не можем, понимаете, сама банковская система взять на себя риски такие, возможности кредитовать, да, именно государственный сектор, различные сектора экономики, она не может взять только на себя этот риск. Этот риск должен в целом быть у государства. Ну, или как бы, я бы не сказала,
о рисках, ну, о некоторых о программах, которые государство должно, взаимодействуя с банковской сферой, выстроить, создать программы, которые будут способствовать развитию экономики в целом. Совершенно ли наше банковское законодательство? Если нет, то что именно, на ваш взгляд, нужно изменить или, может, поправки какие-то принять к каким-то законам? Если говорить о законодательстве в области банка, то оно наиболее совершенно, потому что там нет особых противоречий. И, может быть, незначительные поправки нужно внести, а так в целом законодательство уже доведено до какого-то логического конца. Знаменательным событием в банковской системе Республики Абхазия, а также и в государстве в целом стало введение Банком Абхазии в эксплуатацию национальной платежной системы АПРА. Наши корреспонденты подготовили материал на эту тему. Предлагаю посмотреть его, а потом продолжить беседу. Новая глава в финансовой истории Абхазии официально началась в 2012 году. Именно тогда была создана национальная платежная система. В том, что это историческое событие в мире финансов, не сомневается никто. Но мало кто знает, как именно у нашей страны появился столь важный и масштабный проект, которым может похвастаться не каждая страна в мире. Создавать систему, аналогов которой в 2000-е годы было крайне мало, приходилось, что называется, на ощупь. Руководство Национального банка Абхазии выезжала в разные страны, чтобы изучить опыт коллег. Ведь необходимо было создать не просто копию, а совершенно новый продукт, подходящий нашей стране по всем параметрам. Мы остановились на том, что она должна быть обязательно онлайн-система, то есть в режиме реального времени, и обязательно чиповая, с использованием чиповых карт, потому что данная система могла в себя не только денежные, финансовые расчеты осуществлять, но и могла включать в себя и социальные какие-то проекты. То есть это могла быть одновременно и социальная карта, и медицинская карта, и, то есть и дорожная карта, имеется в виду расчеты за бензин и так далее, и таможенная карта, понимаете? Вот. И мы остановились на этом проекте, реализовав в данной системе все эти возможности. Главная цель создания национальной платежной системы – это обеспечение населения современными банковскими продуктами и услугами, безналичными формами оплаты и создание платежной карточной инфраструктуры. Над новым проектом работали лучшие специалисты с 2006 года. Уже в 2010-м появилась концепция, которая предполагала несколько направлений работы. Сегодня имеем платежную систему, которая соответствует всем международным стандартам и безопасности, и современных технологий учета и так далее, и расчетов. Кроме того, самое важное, которое мы хотели сделать, охватить не только платежи держателей карт, да, это в первую очередь планировалось пенсионеры, бюджетники, все, кто получает заработную плату, но и просто людей, которые хотят осуществить расчеты. Банки, клиенты, просто граждане, жители могли бы воспользоваться онлайн-банком, интернет-банком и осуществить платеж наличными и с помощью телефона, и с помощью карты, используют данную платежную систему. Рано или поздно такая система у Абхазии должна была появиться, ведь на кону финансовая безопасность государства. Вот только самостоятельно осуществить ее было сложной задачей. Национальная платежная система нужна, это как элемент суверенитета. Если у нас своя банковская система, то у нее должен быть свой инструмент. Если мы теряем свою систему финансовую, значит, тогда мы начинаем пользоваться другими финансовыми инструментами. Поэтому мне кажется, что это хорошее было решение, и то, что оно реализовано, честно говоря, глаза боялись, руки делали. Вот, и то есть благодарна вообще судьбе, что на мою долю выпало поучаствовать в строительстве такого рода инфраструктурного
серьезного проекта, который, мне кажется, что уже нельзя будет так вот забыть, закрыть и так далее. То есть его только надо развивать и все. Много возможностей было заложено в проект «Национальная платежная система». На ее полную реализацию предполагалось 1,5 года. Прошло 5. За это время есть успехи, которые подтверждают цифры. Национальная платежная система и ее ввод ее в эксплуатацию, это, наверное, такое стратегически очень важное было решение для общенационального уровня, потому что эта система связана не только исключительно с финансовой или с банковской системой, она затрагивает и социальную сферу, и курортную сферу. Я считаю, что сегодня мы можем говорить уже о определенных успехах, о динамике какой-то положительной, да, к которой мы двигаемся. Объем операций в национальной платежной системе динамично растет. В 2014 году объем транзакций в национальной платежной системе по картам АПРА и по картам иностранных платежных систем составлял 1 миллиард рублей. За первую половину 2017 года объем транзакций в национальной платежной системе составил 3 миллиарда 957 миллионов. Сегодня выпущено уже 78 351 карта. Несмотря на расширение банковской инфраструктуры, наличие пластиковых карт, жители страны по-прежнему желают носить в кошельках наличность. Леон Пиля уверен, что происходит это из-за того, что население привыкло распоряжаться финансами по старой схеме. Люди до сих пор предпочитают в Абхазии, я имею в виду про держателей карт АПРА, они предпочитают больше снимать деньги, чем ими расплачиваться. Для того, чтобы эту ситуацию изменить, необходимо дальше продолжать развивать инфраструктуру, расширять функционал карты, то есть ее возможности оплаты каких-то социально значимых услуг ЖКХ, пополнения абонентского счета держателей карт, то есть возможность оплаты услуг в интернете, то есть интернет-коммерция, да, определенная. Снимая деньги в банкомате или расплачиваясь карточкой в магазине, мало кто задумывается, что за всем этим. Сложная система межбанковских взаиморасчетов, которыми управляют операционные и процессинговые центры. До сих пор все транзакции жителей Абхазии обеспечивала иностранная система. Благодаря АПРе вся информация о платежах останется в пределах страны, а пользователи получают карточку, не привязанную к зарубежным платежным системам. Это значит, они независимы от различных внешнеполитических веяний. Нисфа Аршба, Беслан Джинджоля, Михаил Братухин, Астамур Гошба. Абхазское телевидение. Ну вот мы посмотрели с вами вместе материал. Какие-нибудь комментарии у вас есть? Я просто хочу сказать следующее, что мы должны гордиться тем, что мы вообще одно из государств, одни из первых ввели национальную платежную систему. Надо отдать должное Эмма Капитоновна и Ларион Шамахович. Это была идея их создания национальной платежной системы АПРА. И идея создания этой платежной системы заключалась в том, что возможность увести от наличного обращения денежные средства, увести их в банки, которые будут способствовать развитию экономики в целом. То есть что такое АПРА? Она сегодня, это дает возможность рассчитываться по картам, то есть получать зарплаты на карту АПРА, это возможность кредитования по картам АПРА. То есть это такой продукт, который, правда, сегодня даст возможность развивать нашу экономику. Но вот эта идея, о которой вы говорите, она, в принципе, не получила такого своего широкого применения, да? Мы так и не ушли от наличного расчета. Вы знаете, вся беда ведь в том, что, я бы немножко сказала так, вся беда в том, что у нас ментальность такая, нам лучше, как говорится, синица в руках, чем журавль в небе. Да, мы все, получив карты на руки, почему-то потом идем к банкоматам и обналичиваем денежные средства. Что, в принципе, вы знаете, я считаю неверным. Единственное, что сейчас стоит программа, опять же, возможностью увода от наличного обращения. Буквально в парламент поступил проект указа президента, где говорится о уводе от наличного обращения, возможности сдачи выручек в
в кассы банка. Вот такая постановка вопроса, она же изначально стояла с внедрением этой системы, но не все предприниматели и учреждения идут на то, чтобы ставить у себя вот эти посттерминалы. Вот сейчас, как в виде регулятора и в виде регулирования данного вопроса, вот как раз-таки и выходит указ, должен выйти указ президента по налично-денежному обращению, который будет, определяет вот даты, сроки, возможности, суммы или сверхлимита каких-то остаток касс, чтобы все это сдавалось, вся наличность сдавалась по возможности в банк. Вот как раз-таки, если этот указ войдет в действие и он определит рамки и свыше данного установленного лимита, им наличность нельзя уже будет держать. А если будет оставаться какая-то наличность, то за это юридические организации и индивидуальные предприниматели будут нести какую-то финансовую ответственность. И все это должно упорядочить. Потом, ведь, опять же, мы в полном объеме возможности нашей платежной системы не используем. То есть здесь могут быть и карты, корпоративные карты, то есть возможность организации получения карты будут иметь возможность расплачиваться и по налогам, и по... Это в перспективе, в принципе, я думаю, это недалекая перспектива, и тем не менее это можно будет сделать, потому что мы не такое большое государство, и, честно говоря, затраты, которые понесем, это будут не те большие, такие огромные суммы, необходимые для возможности... Значит, этот указ, он будет более жестко, да? Я считаю, что он необходим. Вот на данном этапе до, честно говоря, возможности... Вот сейчас у нас в проекте закон такой, как валютный контроль и валютное регулирование. Этот закон регулирует внешнюю деятельность организаций индивидуальных предпринимателей, связанных с внешней их деятельностью. А закон о налично-денежном обращении, в принципе, в законодательстве о Национальном банке, в законе о Национальном банке, это уже прописано, потому что основным регулятором налично-денежного обращения и является наш Национальный банк. Но указ, я бы сказала, это еще как бы дополнение к закону о Национальном банке, который будет регулировать вот именно с точки зрения контроля, надзора и финансовой дисциплины организации, юридические фирмы и индивидуальных предпринимателей. Я считаю, что это необходимо. Наталья, накануне в Сухуме прошло очередное заседание банковского совета, в который вы тоже входите. Давайте посмотрим сюжет, а потом продолжим беседу. Ни для кого не секрет, что Абхазия использует валюту другого государства. Именно поэтому объем денег в экономике зависит от платежного баланса нашей страны. Председатель Национального банка Беслан Баратели отметил, что с начала текущего года стал наблюдаться дефицит ликвидности в экономике. Это связано с тем, что финансирование республики началось позже обычного. Главный банкир страны считает, что дефицит денег привел к тому, что сократилась деловая активность в стране. Остатки наличных денежных средств в банках Абхазии сократились почти на треть. Но несмотря на все существующие проблемы, ситуация изменилась в лучшую сторону по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметил Баратели. У нас по системе, по банковской, операционная прибыль выросла в 5 раз. Если в прошлом году за первое полугодие коммерческие банки по системе заработали 4 миллиона 917 тысяч рублей, в этом году за первое полугодие 25 миллионов рублей. Такая же ситуация и по бухгалтерской прибыли. В прошлом году первое полугодие было очень тяжелым. Первое полугодие в прошлом году закрылось с результатом в минус 90 миллионов из-за сберегательного банка, а в этом году минус 900 тысяч рублей, то есть на 90 миллионов лучше картина стала. Ну и Национальный банк тоже увеличил результаты с 42 до 57 миллионов рублей. То есть вот тот кризис ликвидности, который мы наблюдали весной, он... Несмотря на то, что были сложности и с наличностью и так далее, все мы знаем, что были непростые времена, но тем не менее банковская система справилась, и мы идем в гору. На встрече также шла речь о доступности финансовых услуг для бизнеса и населения, ведь многие негативные явления в экономике Абхазии обусловлены неразвитостью кредитной системы. Большая часть экономически активного населения нашей страны не имеет полноценного доступа к финансовым услугам. Постоянно действующий консультативный орган в виде Национального банковского совета должен оказывать
оказать поддержку в совершенствовании денежно-кредитной системы республики и развитии банковской системы страны в целом. У новых членов Совета уже много идей и предложений, которыми они делились на встрече. Экономисты и финансисты говорят о том, что для выведения экономики из тени и росту доли налога в бюджете нужно переходить к безналичной модели расчетов. Но все понимают, что внедрять такую систему надо постепенно. Сима Аргун, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Банковский совет в этом году состоялся впервые, и в нем принимали участие новые депутаты нового созыва, 6-го созыва, депутаты парламента, министр экономики, министр финансов. Основным направлением Совета банка является определение и целей и задачи налично-денежного обращения государства в целом. И определять приоритеты, которые ставит перед государством президент, и, естественно, это развитие, вот опять же повторюсь, налично-денежной политики, прошу прощения, денежной политики, экономики в целом, потому что банковская система, это и правда является двигателем и одним из регуляторов и двигателем в экономике в целом в Абхазии. Вот. Ну, мы обсудили на первом нашем заседании финансово-экономические итоги, подвели итоги за первое полугодие финансово-экономической деятельности в целом банковской системы и коммерческих банков, определили приоритеты, возможности развития, в дальнейшем развития банковской системы. Вот хотелось бы услышать немножко поподробнее про идеи и предложения, которые вот были озвучены на банковском совете по поводу кредитной политики. Продукт, который сегодня предоставляется банками, это не все банки предоставляют данный продукт, возможность получения кредита на карту, это по заработным платам и пенсионные кредиты. Сегодня их представляет два или три банка, но я думаю, что в перспективе... Это потребительский кредит, да? Да, потребительское кредитование. В эту систему, я думаю, вступят и все остальные. В принципе, в этом ничего страшного нет. Это абсолютно безрисковый кредит. Это под возможность зарплаты, под возможность получения пенсии, где вы имеете возможность в получении половины, допустим, пенсии, половины зарплаты вы получаете, а половина вы гасите свой кредит. Мы это обсуждали на совете, что в перспективе будет возможность. Я думаю, что надо рассмотреть и этот вопрос, и мы это обсуждали, что люди, которые начнут взаимодействовать с банком, начнут сдавать выручку в банк, то есть по тому, как будет происходить, по тому, как он будет систематически это делать, выполнять свои обязательства по работе с банком, то у него будет преференция в возможности получения кредита. В частности, физическим лицам, я думаю, что здесь я уже говорила, еще раз повторюсь, просто это должна быть программа по возможности, государственная программа среднего. Когда у нас в стране появится возможность получения долгосрочного кредита? В целом в Абхазии нет длинных кредитных ресурсов. Национальный банк, кредиты, которые выдает в рамках рефинансирования, эти кредиты временным периодом они определены в течение года. То есть больше года банк рефинансирования кредиты не дает. Но, опять же, кредиты, которые мы говорим о долгосрочном кредитовании, это тоже вопрос, я думаю, будущих наших бесед в Совете банка. И мы будем ставить вопрос, я думаю, как лично я, как депутат и как бывший работник банка, мы будем ставить эти вопросы, потому что люди нуждаются в этом продукте, в продукте долгосрочного кредитования. То есть вы же понимаете, что кредиты, которые берутся, допустим, на строительство малой гостиницы, гостевого домика, возможность отдать его в течение 1 года, у него не представляется такой возможности. Поэтому надо предусмотреть, понимаете, ситуацию, когда человек может взять на 3 года, при этом будет четко выполнять свои обязательства перед банком. Все это надо сидеть, обсуждать, рассматривать, и я думаю, что это в перспективе будет иметь место. Я точно в этом убеждена. Потому что кредитование не может быть только в рамках 1 года или сроков. Поэтому Еще один вопрос по картам хотелось бы озвучить. Когда появится возможность у нас осуществлять какие-то переводы
переводы, расчеты с Российской Федерации. Вот чтобы на наши карты россияне могли перечислить деньги, чтобы мы могли перечислить. Вот у нас у многих, допустим, дети учатся, да, в Российской Федерации, чтобы не нужно было приходить в банки и там переводить деньги, а просто по карте взять и перевести какую-то сумму на карту Российской Федерации. Вот. Покупать билеты, да, тоже. Да, ну, вот большая сфера, как говорится, тут услуг, которую нам представляет на сегодняшний день система вот, такая платежная, но мы не можем пользоваться. Я думаю, что в перспективе это тоже вопрос будет решен, потому что нам всем известно, что сейчас Россия создала свою платежную систему, которая называется МИР. И я думаю, что Беслан Владиславович об этом говорил, что предстоят переговоры по возможности взаимодействия платежной системы АПРА с платежной системой МИР. И это нам даст колоссальную возможность работать с картами России. Я думаю, что это будет очень хорошим, так сказать, шагом в возможности обслуживания вот в безналичном расчете. Это, я считаю, что просто сейчас пока это только на стадии как бы разговоров, переговоров, но я думаю, что это будет в перспективе, будет заключен такой договор, и мы будем иметь такой возможность. Какие временные сроки? Немножко нас Я думаю, что в течение 17-й год, я думаю, вряд ли, но на 18-й год, да, в 18-м году, я думаю, мы выйдем уже на уровень взаимодействия и работы с платежной системой МИР. Я думаю, что так. Спасибо вам большое за такую интересную и познавательную беседу. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Спасибо и вам. Всего хорошего. Теперь о событиях субботы. Уголовное дело в отношении бывшего главного врача инфекционной больницы Нателлы Паписимедовой вернули на рассмотрение. Такое решение приняла кассационная коллегия Верховного суда под председательством судьи Кварчия, судей Адлиба и Цушба, отменив решение суда города Сухум. Нателлу Паписимедову обвиняют в халатности и неправильном лечении Лианы Тодуа, что привело к гибели пациентки. 19 мая текущего года судья суда города Сухум Мадина Лазарева после 10 месяцев рассмотрения уголовного дела вынесла постановление о его возвращении прокурору для устранения препятствий его рассмотрения. Генеральная прокуратура Абхазии, потерпевшая Римма Чабалурхва, решение судьи Лазаревой обжаловали. Согласно вердикту коллегии Верховного суда, рассмотрение уголовного дела будет продолжено тем же составом суда города Сухум. А-Мобайл завершил акцию «Пара на непару». Она длилась всего один день, но в ней успели принять участие более 200 подписчиков странички А-Мобайл в Инстаграм. Главным призом, а их в этот раз было 2, стали билеты на концерт группы «Непара», который пройдет в Сухуме 10 июля. Нисфа Аршба расскажет, кому посчастливилось стать их обладателями. Каждый, кто принимает участие в акциях и конкурсах компании А-Мобайл, должен быть готов к тому, что в любой момент счастливый билет принесет ему желанный выигрыш. Ну и, конечно же, изменит его жизнь к лучшему. Как и в этот раз. Вот только для Тамары Отерба это стало полным сюрпризом. Ее дочь Сария участвовала в акции, чтобы, победив, подарить билет на концерт маме. Сюрприз сделала. Во-первых, сюрпризом было то, что она будет победительницей конкурса. И второй сюрприз, то, что оказалось, что эти билеты предназначались мне. Это вдвойне, конечно, приятно очень. По 2 билета на концерт группы «Непара», специальным гостем которого станет Валерия Адлиба, выиграли 2 участницы акции А-Мобайл «Пара на непару». Билеты победителям вручала сама Лера, которая буквально накануне прилетела из Москвы. Я очень рада, что я смогу выступить, смогу поучаствовать в концерте у себя на родине, спеть песню. Хоть пусть это будет и одна песня, но я думаю, что я получу большое удовольствие, потому что буду выступать на родине, где меня очень сильно поддерживали, когда я выступала в Москве. Очень всех жду на концерт, будет жарко, будет весело. Розыгрыш проводился на официальной страничке А-Мобайл в социальной сети Инстаграм в течение всего 1 дня. В общей сложности в нем приняли участие 237 подписчиков. Выявление победителей проводилось посредством генератора случайных чисел. Билеты на концерт группы «Непара», которые анонсировали в Абхазии не так давно, раскупили в первые 2 дня. И у многих желающих попасть на этот большой праздник музыки не осталось никакой возможности своими глазами увидеть грандиозное шоу.
Амобайл решил поддержать своих подписчиков в Инстаграм, коих уже более 20 тысяч, и провести розыгрыш 2 пар билетов. Аккаунт компании в сети Instagram насчитывает уже более 20 тысяч подписчиков, что для абхазского сегмента достаточно весомая цифра. И, конечно, мы стараемся радовать своих подписчиков, в том числе подобными конкурсами. Концерт группы «Непара» — это всегда событие, это всегда шоу, это всегда живой звук, и его всегда с нетерпением ждут. И в этот раз билеты были раскуплены за пару дней. А желающих посетить концерт было больше, чем может вместить в себя концертный зал. Мы не могли обойти стороной своих подписчиков и не разыграть билеты на столь желаемый концерт. У нас сегодня 2 победителя, мы их поздравляем. Всех остальных наших подписчиков мы просим не расстраиваться. Впереди нас ждут еще много конкурсов. Участвуйте, побеждайте. Желаем вам всем удачи. Ждем вас на концерте. Уверен, это будет интересно, красиво. Во многом ажиотаж вокруг концерта вызванный тем, что Лера Адлиева впервые будет выступать в Абхазии после победы в конкурсе «Ты супер». Сотни поклонников желали услышать голос юной певицы и, конечно же, сделать фото, которое потом обязательно выложили бы в Инстаграм. Я вообще хотела попасть на этот концерт, когда я уже знала за билеты, уже их не было. Думаю, мой последний шанс участвовать в лотерее, может, выиграю. И вот так получилось, что выиграли. Мы очень хотели попасть на концерт. Мы очень любим нашу маленькую девочку, звездочку, умницу. Нам очень приятно. Спасибо этой компании, что они вот так дали нам шанс выиграть вот эти билеты, поучаствовать в лотерее. Спасибо Амобайлу. Это был один из самых быстрых конкурсов, которыми жители Абхазии очень часто балуют Амобайл. Конечно же, поучаствовать в нем удалось далеко не всем. Но расстраиваться не стоит. Амобайл обещает проводить разные конкурсы, розыгрыши, акции как можно чаще. Нисфа Аршба, Роберт Ломя, Абхазское телевидение. Такими были основные события уходящей недели. Какими они будут, мы обязательно расскажем вам в следующей программе. Всего доброго.